И снова мошенники. Жительница Сыктывкара едва не стала жертвой преступников. В отделении банка она попыталась снять большую сумму денег. Все это время с ней кто-то говорил по телефону. Благодаря сотруднику банка, который заметил неладные последствия, удалось избежать. Детали истории узнала Ксения Мишарина. Спасибо огромное за ваш профессионализм. Удачи вам в дальнейшей служебной деятельности. Александр Бескровайный получает благодарственное письмо за содействие в предотвращении преступления. Недавно в отделении банка клиент пыталась снять со своего счета достаточно крупную денежную сумму. Сотрудник рассказывает, сразу понял, что-то не так. Женщина была взволнована и постоянно разговаривала по телефону. Как оказалось, на том конце провода был мошенник, который представился сотрудником правоохранительных органов и убеждал свою будущую жертву в том, что на нее заведено уголовное дело, запрещая при этом общаться с сотрудниками банка. Однако Александру удалось найти подход к клиенту. Мы общались с ней, наверное, минут 30. Я все-таки убедил ее, что средства снимать не надо. Она сказала, я хорошо подумал, и ушла. То есть она хотела с кредитной карты снять все-таки деньги. Она ушла в банкоматы, постояла, подумала, и потом все-таки ушла с ФСП. То есть, я, соответственно, понял, что все хорошо. И этот случай не единичный. Последние 2 недели атаки телефонных мошенников идут с небывалой силой. По словам правоохранительных органов, каждый раз любители легкой наживы придумывают все более сложные схемы преступлений. Поэтому важно знать, что по телефону сотрудники банка никогда не звонят и уж тем более не переводят денежные средства со счетов своих клиентов. А для того, чтобы уберечь себя от подобных ситуаций, следует лично обратиться в отделение банка. Можно прийти в любое финансовое подразделение, любые банки, где вам менеджеры, можете зайти и к заведующему, и к директору, который вам объяснит, кто вам звонит, с какой целью. И вы можете этот совет получить прямо от людей. То есть как можно ограничить меньше разговоров по телефону с неизвестными вами людьми, которые говорят о том, что в отношении вас совершаются какие-либо преступления. Чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры. Однако такие истории не обходят стороной и молодых людей. Поэтому каждому необходимо быть внимательнее, в разговоре с преступником сохранять бдительность и помнить о предостережениях банка и правоохранительных органов. Ксения Мишарина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.